Доброе утро, с вами Алмаз Ашим, в эфире новости. Сегодня исторический для Евросоюза день. Великобритания официально начала процедуру выхода из состава ЕС. Как будет проходить этот процесс и как будут развиваться отношения между Британией и европейскими странами, пояснял наш лондонский корреспондент Галымжан Караманлы. В 50-й статье Лиссабонского соглашения в общих чертах написано, что любое государство может принять решение о выходе из Союза. Согласно этой статье, Тереза Мэй дала старт началу выхода королевства из Европейского Союза. Официальное уведомление было передано председателю Европейского совета Дональду Туску послом Соединенного Королевства в ЕС Тимом Барроу. Позже Тереза Мэй выступила перед депутатами с заявлением и начала отсчет времени до выхода страны из ЕС. Официальную позицию страны-участники Евросоюза выразят чуть позже, после общего обсуждения. По мнению главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера, уже известно, что Великобритания сможет окончательно покинуть ЕС только после уплаты счета в размере около 60 миллиардов фунтов стерлингов. Эта сумма включает стоимость всех проектов, которые ранее Лондон согласился финансировать. По мнению экспертов, после Брексита Великобритания и дальше будет сотрудничать со странами Европы. По моему мнению, Европа сегодня переживает очень большие перемены. Евро как валюта очень ослабла. Банки Италии и Греции не могут расплатиться с долгами. Несмотря на Брексит, Европа и Британия будут работать бок о бок, но в новом русле. Великобритания стала членом Европейского экономического сообщества в 1973 году. В 1992 подписала Маастрихтский договор и стала членом Евросоюза. Изначально Великобритания стремилась сохранить максимально возможную независимость в значимых экономических и политических вопросах и не присоединялась к такому важнейшему интеграционному проекту, как Шенгенское соглашение, которое отменяло визовый контроль на общих границах. Также королевство не ввело единую европейскую валюту евро. Во время экономического кризиса в Великобритании был поднят вопрос о выходе из Союза и организован всенародный референдум. 52% британцев проголосовало за Брексит. Эксперты этот факт оценивают как стремление граждан жить в сильной Великобритании. Это, конечно, решение британского народа быть великой нацией. По-моему, Британия хочет видеть себя главным игроком мировой экономики, и это основной путь, который ведет к этой цели. Теперь мы можем строить свободные отношения не только с европейскими государствами, но и с другими. После Брексита Великобритания выйдет из единого рынка, из таможенного союза и из юрисдикции судебной системы ЕС, но сохранит возможность заключения соглашения о зоне свободной торговли. Также сообщается, что Великобритания сделает все, чтобы гарантировать права граждан ЕС, проживающих в Соединенном Королевстве. Хотя процесс уже пошел, и специалисты, и сами авторы 50-й статьи признают, что немного в растерянности, потому что порядок выхода из ЕС прописан в нем весьма расплывчато. Эксперты говорят, что не предполагали, что это положение когда-нибудь придется применять на практике. Галымжан Караманлы, Великобритания, специально для Хабар-24. В Казахстане стартовал ежегодный образовательный проект среди студентов «Биржевой симулятор». В течение месяца более 1000 учащихся вузов страны будут оттачивать навыки торговли ценными бумагами. Для этого на базе реальной торговой системы Казахстанской фондовой биржи, где обращаются наиболее ликвидные ценные бумаги казахстанских эмитентов, специально разработана учебная платформа. Котировки акций и облигаций также транслируются с реальных торгов. Виртуальными остаются только счета студентов-участников проекта. Юные трейдеры, которые больше всех за месяц заработают виртуальный капитал, станут победителями проекта и разделят настоящее денежное вознаграждение. Но самое главное, по словам организаторов, другое. Лучшие получат возможность пройти стажировку в брокерских компаниях. И, возможно, для кого-то в перспективе это станет основной профессией. Опытов очень много. Один из победителей, он работает сейчас у нас и руководит этим процессом, проектом, в смысле биржевой симулятор, выпускник нархоза. Потом одни ребята работают, сегодня озвучилось, в брокерской компании, одни из победителей. Плюс у нас был опыт, когда студенты открыли тоже курсы по обучению именно рынку ценных бумаг в Астане. То есть всевозможные есть приложения их знаний. Кроме того, это, конечно, то, что студенты уходят на реальный рынок. Вот в прошлом году девушка, которая когда-то участвовала в симуляторе, заняла 3-е место на конкурсе розничных инвесторов. То есть она уже на рынке и побеждает. Единый веб-портал ЖКХ презентовали в Актау. Первая подобная интерактивная площадка в Казахстане позволит сократить время реагирования всех структурных подразделений на жалобы жителей. На сайте размещены данные 58 обслуживающих компаний.
отчет о их деятельности. Здесь же можно оценить работу кооператива и оставить заявку. На электронной карте Актау в режиме онлайн будут отображаться аварийные места. Можно оставить обращение, позвонив в колл-центр. Инновационный проект разработан в рамках ПРООН совместно с Акиматом Мангыстауской области. Работу над ним вели в течение года. Официально веб-портал начнет функционировать уже с 1 апреля. Разработчики сайта обещают в будущем создать и мобильное приложение. А летом ПРООН представит ноу-хау в сфере ЖКХ на международной выставке «Экспо» в Астане. Карта данного сервиса будет сообщать о плановых либо аварийных работах, производимых непосредственно коммунальными предприятиями города. А здесь можно пожаловаться на любую проблему. Это бродячий скот, неполитые деревья, либо проваленный участок дороги, либо асфальта и так далее. Список проблем будет увеличиваться и будет изыскиваться способы решения данных проблем в ускоренном порядке. В соответствии с законодательством, законом о жилищных отношениях, управляющие компании обязаны ежеквартально отчитываться перед собственниками квартир за собранные деньги. Вот, как раз таки на этот сайт они будут выкладывать отчеты, и отпадает прямая необходимость требования данных отчетов. То есть посредством данного сайта мы можем видеть, какое КСК своевременно дало или не дало данный отчет. В Шымкенте прошел традиционный марш парков. На этот раз беречь природу призвали студенты. Для встречи они выбрали один из самых оживленных городских скверов. Это было новшеством, поскольку раньше подобные экологические акции всегда проводились на территории национальных парков. В этом году решили подключить к ней как можно больше городских жителей. За бережное отношение природа отвечает взаимностью, говорят активисты движения. Увеличивается количество редких животных, появляются новые подвиды. Так, охотинспекторы области нашли краснокнижного сурка Минсбира. От обычного он отличается белым окрасом. Сама акция продлится до 5 июня. Главная задача — проявить любовь к природе, чтобы наша молодежь, мы ставку делаем на молодежь, чтобы наша молодежь получила культуру отдыха, знали, что культуру отдыха, и чтобы они передали следующим поколениям. Мы хотим, чтобы наша природа, которая сегодня есть, чтобы она была доступна и нашим внукам, и правнукам. В Китае аренда велосипедов превратилась в целую индустрию. Ожидается, что в этом году число пользователей двухколесного транспорта вырастет в 3 раза. Однако в городах по-прежнему не хватает велодорожек. Неудобства приносят и безответственность некоторых арендаторов. Подробнее об этом в нашем сюжете. Горожане по достоинству оценили удобство пользования велосипедами, взятыми в аренду. С прошлого года в Китае появились несколько компаний, занимающихся этой услугой. Появилась конкуренция, поэтому и уровень сервиса высокий. Но многие пользователи небрежно относятся к арендованному имуществу, оставляют его где вздумается, а иногда даже блокируют цепями и замками. С одной стороны, увеличение числа контролирующих служб невыгодно компаниям, сдающим велосипеды в наем. С другой, если не будет контроля, велосипедисты могут своим небрежным отношением причинить бизнесу большие убытки. Среди арендаторов есть и такие люди, которые могут оставить велосипед в неустановленном месте. Велосипеды со снятыми запчастями и непригодные для эксплуатации, валяющиеся на улице, стали частым явлением. А это создает большие неудобства людям, которые спешат на работу. Недавно дорожная полиция Шанхая собрала более 4000 велосипедов, разбросанных по всему городу, и отвезла на штрафстоянку. Ежедневно мы собираем велосипеды, которые доставляем поближе к станциям метро. Тем самым помогаем облегчить передвижение для простых граждан. Однако ненадлежащее использование техники некоторыми гражданами создает нам много проблем. Ежедневно на ремонт мы отправляем порядка 100 велосипедов, большинство из которых были приведены в негодность намеренно. В прошлом году в Китае услугами аренды велосипеда воспользовались 19 миллионов человек. С потеплением спрос вырастет в разы. И несмотря на все неудобства, власти намерены поддерживать эту тенденцию. Министр транспорта Ли Сяопин поднял вопрос о необходимости совершенствования рынка арендного транспорта и внедрения его в качестве инновационного проекта во всех городах страны. Мы с 3 сторон должны оказать поддержку народу, пользующимся велосипедным транспортом. Во-первых, местная власть должна взять под контроль велосипеды. Во-вторых, необходимо усовершенствовать качество оказываемой услуги. При этом нужно проследить, чтобы население арендным велосипедом пользовалось правильно и по назначению.
Власти Китая намерены улучшить качество услуги по найму велосипедов. В том числе планируется законом предусмотреть меры ответственности за причинение ущерба технике и парковку в неположенном месте. Сабина Торгаева, Нурбек Бикен, Жан Сюй, Пекин, Хабар 24. 40 лет назад вышел на экраны знаменитый фильм «Мимино». Картина получила премии 3 кинофестивалей. Ее посмотрели 24 миллиона зрителей. Актеры и режиссер Георгий Данелия удостоены государственных премий. Накануне юбилея Анна Анастасиади встретилась с исполнителем главной роли, легендой кино Вахтангом Кикабидзе, и узнала, как по-другому мог закончиться фильм о грузинском летчике. Это место работники аэропорта города Тель-Авив называют историческим. 40 лет назад здесь снимали начало фильма «Мимино». Все те же самые стены и все та же беседка, где сидел начальник Гиви Иваныч. Сегодня этот аэродром носит название легендарного фильма. А почувствовать себя главным героем, летчиком Валико Мизандари, может любой желающий. Но, конечно, под руководством опытных пилотов. Тут были сняты ключевые моменты фильма до того, как Мимино отправился в Москву. Здесь работал главный герой Валико. Тут действительно был аэропорт, где тогда базировались вертолеты, которые летали в труднодоступные высокогорные регионы, возили еду и почту. Собственно, все было именно так, как описано в фильме. Летчик из грузинской провинции отправляется в Москву, чтобы податься в большую авиацию. После долгих передряг все-таки получает желаемое. Однако тоска по родине берет свое, и Мимино возвращается в родную деревню. Незамысловатый сюжет, но Георгий Данелия сделал из этого настоящий шедевр. Главных героев Валико и Рубика без преувеличения знал весь Советский Союз, а многие фразы стали крылатыми. Но я даже не думал, что он так долго будет жить, фильм. Все время его покупают, как-то приезжают, когда уезжают, увозят. У меня даже был такой случай, я был на Мальте и зашел в магазин, и там этот хозяин, там что-то по-английски, вдруг вот, «Мимино?» Я чуть не упал там. Во время съемок фильма многое пошло не так, как было задумано. Вместо армянина Рубика должен был быть русский из Тбилиси в исполнении Евгения Леонова. Однако цензоры посчитали этот образ нетипичным, сценарий переписали. На самом деле «Мимино» очень грустный фильм, считает Вахтанг Константинович, как и песня про птичку-невеличку. Весь Советский бывший Союз ее поет, но не знают, о чем она. Это очень грустная песня, в принципе, сама. Там вообще у нас поэзия очень интересная у грузин. Там о чем, что если, говорит, лебедь, я, говорит, пою, когда мне весело, и пою, когда мне грустно. Вот текст такой. И если, говорит, лебедь после своей, говорит, лебединой песни умирает, пусть, говорит, я умру без песни. Отлитых в бронзе главных героев фильма Рубика Хачикяна, Ивана Волохова, Валико Мизандари и, конечно, режиссера фильма Георгия Данелия можно увидеть в историческом центре города Тбилиси. Эта композиция из 4 фигур является одной из самых любимых достопримечательностей столицы Грузии. Аналогичная скульптура установлена и в армянском городе Дилижан. Там она украсила местный родник. Конечно, это не просто так. Картина снималась в далеком 77-м, темы, затронутые в ней, по-прежнему актуальны. Это вечные ценности, дружба, благородство и любовь к родине. Быть может, поэтому «Мимино» без преувеличения можно назвать бессмертным шедевром советского кинематографа. Анна Анастасиади, Шалва Сурамелашвили, Хабар 24, Грузия. Пока это все. До скорого.